Приветствую вас, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Сергеев. Сегодня в выпуске поговорим о заявлении Шора, о том, что он якобы собирается уходить из политической жизни Республики Молдова, и что его сторонники, люди, которые получили мандаты выборных лиц при его поддержке, откажутся от этих мандатов. Насколько это правда, насколько это соответствует действительности, обсудим сегодня в выпуске. Во второй части поговорим о том, чего ждать от так называемых мирных переговоров по завершению войны в Украине, как это расценивать и к чему это вообще может привести. А также поговорим о том, что делать с региональным общественным телерадиовещателем ГРТ. Об этом поговорим в третьей части. Гостями сегодняшнего выпуска являются Андрей Курарару, Дмитро Левус и Петру Маковей. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части обсудим несколько важных тем. Это вчерашнее заявление Шора о том, что он якобы уходит и больше не будет ничего финансировать. И люди, которые прошли или получили мандаты при его поддержке, тоже якобы уйдут. В общем, о чем это нам говорит, да, вот это вот все заявление Илона Шора. Также поговорим о этих самых так называемых мирных переговорах, которые ведет спецпосланник президента Трампа Стивен Уитков, да, и что это означает для Республики Молдова с точки зрения региональной безопасности и чего ждать дальше. Вот обо всем мы поговорим с нашим частным гостем Андреем Курарару, эксперт в вопросах безопасности, политический комментатор сообщества Watchdog. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Давайте сначала начнем, наверное, с наших тем, национальных. Как вы оцениваете это заявление Илона Шора, которое появилось вчера, разошлось по всем СМИ, долгое время он молчал, не знаю, наверное, был занят выборами в Кыргызстане, потому что говорят, что он активно влез в Кыргызстан и занимается там примерно тем же самым, чем занимался здесь, хотя там ему это, очевидно, делать намного проще, потому что у него, я так понимаю, полный карт-бланш там и так далее. Но что касается Молдовы, как стоит воспринимать его заявление, с вашей точки зрения? Мне кажется, что заявление сначала надо проверить, насколько оно эффективно будет реализовываться, но в принципе это такой месседж для его стипендиатов, всех тех людей, которые были на хороших зарплатах в организациях Шора, что лафа закончилась, это было довольно-таки логично. Он их подпитывал во время двух длинных кампаний, референдумы президентские, потом парламентские, сейчас в них необходимости нету, он не знаю, там какой-то кидало из 90-х попытался объяснить, что 50 миллионов заблокировала Майя Санду, наверное, лично где-то заблокировала. Я посчитал, что еще долго он должен вмешиваться в наши электоральные процессы, чтобы мы ему заблокировали миллиард, чтобы он вернул. По 50 миллионов это как-то мало, надо больше. В принципе, это месседж про то, что все его люди должны ориентироваться на местах, что делать. Мы уже видим, что госпожа Койчу тоже стала такой жертвой режима, хотя злые языки говорят о том, что она уже 2 месяца в Приморье ничего не подписывала и ходила только на какие-то массовки, быстро сфотографироваться и убегала. Понятно, жертва режима в каком плане? Уголовное дело против нее возбудили? В этом плане? Она говорит, что она уходит, потому что ее обвиняют в коррупции, что на нее прессинг. Понятно, что после тех дел, которые мы видели в связи с Флорешским районом, с Новоанненским районом, там я читал эти решения, там они стали сдавать всех.
Я думаю, что информация Мгм. и по Кочу, и не только есть. Почему? Потому что там они говорили и о процессах, говорили о тех суммах, которые достигали свои районы, и то, что они знали про другие районы. То есть по цепочке их всех можно потом к уголовному преследованию присоединить. Посмотрим, насколько это будет эффективно и качественно сделано. Хотелось бы, чтобы они не были в Москве или в Приднестровье, когда прокурор подумает о том, чтобы их задержать, но посмотрим, опять же, тут работа на скорость. Хорошо, давайте просто чтобы уточнить. Вы не воспринимаете заявление Илона Шора как отвлекающий маневр. Из того, что вы говорите, я понимаю, что на самом деле он не собирается финансировать дальше всю эту сетку, и ей нужно думать, что делать дальше. Или он все же сохранит свое влияние в Республике Молдова через эту сетку, но, может быть, в какой-то другой форме. Его имеется в виду влияние в том числе и Кремля. Или у Кремля появляется другой игрок. Как это вообще воспринимать? Мне кажется, это только про эффективность затрат, то есть содержать вот всю эту структуру нету смысла, Мгм. и он будет содержать только то, что для него сейчас в этом энергосберегающем режиме эффективно. Это Мгм. пропагандисты, мы видим, что в ТикТоке вот такой новый инфолидер появляется, и, кстати, на гагаузские темы тоже говорит о том, что ай-яй-яй, какие плохие местные власти в Гагаузии пошли на поводу у ПАС и делают проверки в ГРТ и Это так кто? далее. Ну вот мы фиксируем как минимум 100 аккаунтов в ТикТоке, которые вот про это сейчас говорят. Есть И какое-то конкретное лицо или просто какие-то аккаунты это безликие? аккаунты безликие, делают эти посты с помощью ИИ, довольно-таки качественные, намного качественнее, чем то, что они делали до сих пор. Понятно, что это не люди, которые с улицы, просто им сказали, давайте вы будете пилить посты про ГРТ и так далее. То есть мы говорим о том, что есть какая-то тренировка, есть люди, которые под это наточены. Интересно, что все аккаунты, которые мы сейчас видели, либо они стерли посты, которые были до этого, либо это новые аккаунты, которые созданы после выборов. То Кстати, есть, вот по поводу аккаунта, вот смотрите, я прошу прощения, вот давайте вот ИИ вы сказали. Вот мы видим вот это вот видео, да, Илона Шора. Вот я смотрю на него уже долгое время, кстати, коллеги, вот он только не знаю, за долгое время первый раз моргнул вообще. Это вообще, это не ИИ, это реальный человек вообще? ну, мы не анализировали это видео. Мне кажется, что даже если это, не знаю, там ему было лень это проговаривать и там что-то подработали, не суть важно, это источник он сам. Самое интересное, что у госпожи Кочу такой же серый бэкграунд, я не знаю, там они штампуют их как и почему, но мое видение в том, что они будут использовать те средства, которые дешевые, которые возможно использовать для тех двух целей, о которых говорил Илон Шор, защищать своих, которые в тюрьме и в которых проблемы. Второе, чтобы сместить власть в Республике Молдова. То есть более агрессивные, более нацеленные на такие протестные действия люди, возможно, и дальше будут поддерживаться. Также, вот, мне кажется, что маркером будет, что будет с этим каналом Молдова-24, который очень дорогой, который вещает из Москвы? России, Да. из Москвы. Если он продолжает свои действия, то никаких серьезных изменениях мы не говорим. Но говорим о тех людях, которых Илон Шор в принципе обманул, которые были такими местными представителями, которые замазали себя в коррупционных схемах и сейчас будут отвечать. Он им и передал вот это послание, что вот, ребята, извините, как только сместим Майо Санду, дальше буду вам платить деньги, а так невозможно, 50 миллионов заблокировали. А вот Очень в качестве вот этого энергосберегающего режима, о котором вы говорите, помимо вот этих вот СМИ, да, помимо помоек, помимо ботов, фирм ботов, троллей и так далее и тому подобное, явно не только содержание существующих, но и создание огромного количества новых каналов в ТикТоке и в других социальных сетях. Будут ли они каким-то образом содержать вот эту сетку для мобилизации уже в офлайне
людей на выборах. Ну, в общем, скоро выборы в Гагаузии, допустим, да. Им же нужно как-то людей мобилизовывать, да. Потому что как бы они говорят, что они подключили к этой сетке Шора 40 тысяч человек только по УТА Гагаузия, да. Где-то говорят 38, где-то 40. Понятное дело, что это не все. Там среди них есть как вот простые симпатизанты, они их называют. Там же среди них и активисты, там же среди них руководители ячеек. Вот, и вот из этого и всей массы людей, да, или вот этого количества людей, скольких они продолжат содержать в режиме энергосбережения? Или никого не будут содержать дальше? Мне кажется, что это будет такая елочная структура, когда дальше подпитывается хотя бы минимально некоторые лидеры, у которых есть на связи те люди, которых можно мобилизовывать. Понятно, что имея в виду, что, например, Башкан, который сейчас начинает постить про фермеров и про их проблемы на социальных сетях, пока что не собирается уходить со своего поста. Хотя логичнее всего было бы, чтобы она ушла, имея в виду, что она реально не может реализовывать свои какие-то атрибуции, как Башкана. Я думаю, что все, что касается Гагаузии, наоборот, может получить новое подспорье. Почему? Ага. Потому что те деньги, которые сэкономят на другие регионы, там, где понятно, что нет смысла содержать в том же количестве людей, эти деньги куда-то должны пойти, и, скорее всего, что они пойдут на следующие региональные выборы. И в этом смысле то, что об этом решении говорится и прямо после этих выборов, скорее всего, что будет опять же вот такая игра в прятки. Господин Шор, понимая, что он довольно-таки токсичный, не будет никого открыто поддерживать, но будет иметь своих людей, которые будут участвовать в выборах. То есть Но при этом будет продолжать поддерживать всех, да? Вот это вы хотите. Ну, давайте скажем просто, то есть покупать всех. Покупать. Тех, которых можно купить. Потому что понятно, что он не хочет остаться без влияния в Республике Молдова, об этом он сам говорит. То есть говорить о том, что вот он проиграл, вот когда всех этих вижу людей, которые радуются, нет, он понимает, что ему не надо тратить столько же денег на Молдову, он понимает, что надо как-то объяснить своим массам людей, которые он, возможно, и должен денег, и он сейчас не хочет им эти деньги отдавать. Вот он придумал, что ему заблокировали 50 миллионов, он уходит с социальными проектами. Социальные проекты это читаются как все эти коррупционные Подкуп, схемы. да, подкуп. И все, дальше непонятно, где он есть, что он делает и так далее. Возможно, еще вот один элемент я хотел даже с вами обсудить. Он пошел по очень радикальной стезе, имея в виду, что он сам не участвовал в выборах и говорил напрямую, что вот Молдова должна присоединиться к союзу Россия-Беларусь, войти в ОДКБ, принять рубль как официальную валюту. И, возможно, это и испугало, и делало его более тактичным, чем он был до этого. И, возможно, это еще один мотив, почему он вот так объявил, что он не будет этим заниматься больше. То есть, возможно, он будет только через прокси влиять на эти процессы, официально заниматься только отмыванием денег в Кыргызстане и какими-то там проектами. А тут будут другие люди, которые будут представлять его. В этом смысле интересно, что вот сейчас регистрируются новые партии. Вот мы видели съезд партии «За Родину», где очень знакомые лица среди тех людей, которые эту партию создают. Посмотрим. В Басарабяске вчера была какая-то презентация. Да. Вы про это говорите? Да. Бывший мэр Басарабяски, забыл, его зовут Чимпаеш Валентин, по-моему, да? Валентин Чимпаеш, да. И в этом смысле я думаю, что вот все эти новые лица, либо они будут сразу спонсироваться, либо с ними придется ему договариваться, особенно в том, что касается вот южного региона, особенно что касается Гагаузии. Когда у тебя затраты только на Гагаузию, это намного проще реализовывать, чем на всю Молдову. Ну, естественно, ты платишь 40 тысячам, а не 130 тысячам, да? То есть, как бы, это да, представьте себе, что и кроме этого у него же были все эти маленькие бароны на местах, которые получали
получали серьезные деньги. Мы же видели все эти рапорты про коррупцию внутри системы. И в этом смысле абсолютно нормально, что он им всем не будет платить и говорить, давайте сотрудничать, но сотрудничать будем, когда времена будут получше, или на следующих выборах, опять же. Я не исключаю, что он передумает перед местными выборами, особенно в Кишиневе, чтобы он, опять же, активизировался. Но там еще один момент, который свидетельствует, мне кажется, о том, что он собирается сфокусироваться в основном на Гагаузии. Ну, понятное дело, что в этом есть объективная, очевидная причина. Это, скажем так, скоро выборы, которые назначены, да, которые пройдут то ли в марте, то ли в мае. Мы еще до конца не знаем. Вроде как бы дата назначена, но непонятно, что с Центральной избирательной комиссией. И тут они явно поставили за собой цель взять народное собрание, то есть как бы на следующих выборах. И что свидетельствует о том, что он сфокусируется на Гагаузии еще, это то, что его риторика стала очень агрессивной, да, то есть как бы он фактически использует язык, который обесчеловечивает членов партии ПАС и сторонников партии ПАС. Он использует такие слова, как животные, он использует такие слова, как садисты и так далее. Но это как бы в стиле российской пропаганды, то, что мы видели на протяжении последних 20 лет. Это обесчеловечивание Украины, да, то есть как бы всей этой риторикой. То же самое, хотя в Республике Молдова они это делали на протяжении последних десятилетий в отношении ПАС и в отношении Майя Санду. Но вот сейчас мне показалось, что с какой-то новой силой, уже как бы немножко такой другой уровень. А в Гагаузии, к сожалению, этот нарратив очень легко покупается. Мы, к сожалению, находимся в ситуации, когда жители Гагаузии приучили к такому нарративу, обесчеловечивающему ПАС и обесчеловечивающему Майя Санду, да. И мне кажется, что его вот эта риторика, она свидетельствует о том, что он фокусируется на Гагаузии, и здесь они не дадут никому шансов пройти даже в народное собрание, которое не будет поддержан Шором. И мне кажется, это создаст очень серьезную проблему в будущем. Ну, мне кажется, это будет и лакмусовая бумажка, как работает наша полиция в регионе. Невозможно, конечно, 100% гарантировать, что не будут деньги Шора влиять на этот процесс, но если мы не увидим альтернативных кандидатов, не увидим новые лица на выборах, то это будет говорить о том, что, в принципе, Шор выиграл в регионе. Нет, Андрей, в этом-то и вся проблема, что, скорее всего, там будут новые лица, и это будут новые лица из сетки Шора, которые до сих пор не были известны. И тут нужно смотреть не на то, новые они или нет, а тут нужно смотреть на их качество. Если они будут примерно такие же, как Евгения Гуцул, да, то как бы это будет говорить о том, что Шор на самом деле очень сильно присутствует. И знаете еще, чем усугубляется ситуация? На выборах же в Гагаузии Народное собрание участвуют в основном независимые кандидаты. Политические партии не участвуют. И это усложняет задачу полиции выявлять и применять какие-то административные инструменты для отстранения людей, связанных с Шором от избирательной кампании. И тут на самом деле нужно будет приложить большие усилия. Как вы это видите? Ну, в этом смысле сетевые структуры, конечно, работают лучше, когда нет формальной организации. То есть Да. тебе непонятно, кто там работает де-факто, потому что человек может сам говорить, что вот я буду собирать подписи за себя, либо у меня нету людей, я сам хожу, бегаю и за себя делаю кампанию. А де-факто, чтобы ходили люди Шора. Но мне кажется, что это мы увидим в том числе вот все эти активисты Шора, которых мы видели на протестных акциях в Кишиневе. Мы посмотрим, кого они будут поддерживать, что они сами будут делать. Будут ли они участвовать в разные там, как господин Бургунджи, например, в этих выборах. Понятно, что оградить сам процесс на 100% не получится, но мне кажется, что сделать по максимуму, чтобы люди из Гагаузии понимали, что все, вот эта практика уходит из региона, и что серьезность наказания, серьезность тех последствий, которые есть в связи с электоральной коррупцией, намного выше, чем те 500 лей, которые тебе предлагают, и из которых у тебя же свои же крадут. Мне кажется, что это абсолютно важно. Почему есть фокус на Гагаузию? Мы помним псевдореферендум, который устраивали в Гагаузии. Абсолютно повторяемый сценарий. Мы можем увидеть, как
те же местные власти подтверждают результаты этого референдума или делают новый псевдореферендум для того, чтобы создать картинку, что в Молдове не поддерживают европейскую интеграцию. И в Или этом что центральные смысле власти Республики Молдова не контролируют ситуацию, скажем так. да, и в этом смысле вкупе с Приднестровьем это может быть серьезным фактором, чтобы рассматривать, что Молдова не готова для евроинтеграции, потому что, смотрите, там у них один конфликт замороженный, другой размораживается сейчас или строится. Как их принимать в Евросоюз? То есть малыми ресурсами, малыми деньгами можно влиять на большие процессы. И поэтому мне кажется, что думать наивно, что он уйдет из Гагаузии, на данный момент даже предпосылок нет. И давайте напоследок пару слов про эти так называемые мирные переговоры. Очень многие это расценивают как попытка заставить Украину капитулировать. Да? То есть, как бы, зачем нужно следить здесь и на что обращать внимание, с вашей точки зрения? Хотя Украина, нужно признаться, держится достойно, как бы, да, пытается это все обыграть так, чтобы, опять же, не попасть в эту ловушку. Как вы это видите, господин Кураров? Мне кажется, что начало этого трека было связано с тем, что в России понимали, что и грядут новые американские санкции. Они хотели от этого уйти, и так же, как встреча в Анкоридже, скажем так, отсрочила некоторые санкции, которые должны были прийти против России. Также сейчас вот этот 28-пунктный план должен это гарантировать. Это не получилось. Витков проявился как человек абсолютно лояльный Путину, и вот все эти слитые переговоры телефонные, я так понимаю, что это не все эти переговоры, которые мы услышали, когда Витков дает рекомендацию Ушакову, как говорить с президентом своей страны, де-факто совершая то, что многие говорят, что является предательством своей страны, предательством интересов своей страны. Ну, это же А уму сейчас непостижимо. Ты рассказываешь, потому что Россия, если я не ошибаюсь, является стратегическим врагом Соединенных Штатов Америки. Это как-то обозначено каким-то образом в подобных формулировках в некоторых стратегиях и в некоторых базовых документах. И ты, получается, консультируешь лидера государства, которое является врагом твоей страны, как разводить, ну, извините за такое выражение, как говорить со своим президентом так, чтобы можно было его убедить или как-то там сделать его более сговорчивым. Но это уму непостижимо на самом деле. Поэтому я думаю, что этот визит в Москву ничего не даст. Это такая хорошая мина при плохой игре, когда уже нельзя откатывать вот то, что Витков там наобещал, но те соглашения, которые были изначальные, которые российские, они неприемлемы. Во-первых, по Конституции, в отличие от Путина, Зеленский не может отказываться от личных территорий. Это преступно, в Украине нет авторитарного режима, это не пройдет ни через Раду, ни через референдум, никак. И понятно, что даже сегодня об этом говорит президент Зеленский, что это невозможно ему отдавать те территории, которые требует Россия. Кроме того, они бы потеряли кольцо фортификаций, которые строили еще с 2014 года. То есть Которые, в по случае сути, защищают Европу, не только Украину, да, давайте вот, если честно. В случае повторного какого-то там блицкрига он бы реально получился бы, потому что без этих фортификационных так называемых крепостей украинских невозможно защищать территорию Украины, и в том числе и, скажем так, поход на юг к Одессе намного реальнее, если отдать вот эти территории, потому что они сдерживали противника, сдерживали Россию. То, что они хотят поменять 6600 квадратных километров на 400, это вообще смешно. Но мы видим такую серьезную позицию со стороны Европы. Мы понимаем, что Марко Рубио более зрелый политик, чем и переговорщик, чем господин Витков, по-другому смотрит на эту ситуацию. И сейчас, мне кажется, что надо господину Трампу перед Рождеством что-то показать, что вот он большой переговорщик, он что-то реализует, и поэтому вот мы видим эту встречу, скажем так, небалансированную, асимметричную, когда опять Путин с ним заходит до уровня Виткова, чтобы с ним встречаться. Но результатов на данный момент, абсолютно неоткуда ждать. Скорее всего, мы увидим новый виток переговоров в феврале.
А до февраля мы понимаем, что Россия попытается опять представить, что она что-то там выигрывает. Даже они сегодня говорили о том, что взяли Покровск, хотя сразу же Украина предоставила доказательства, что они еще контролируют город. И вот то, что дает вот этот не традиционный переговорный процесс. Почему? Нормальный переговорный процесс начинается с какого-нибудь перемирия, с того, что не стреляют друг в друга, и тогда можно договариваться, можно там месяцами говорить в каком-то Минске, Истамбуле или в других местах. В Майами везде тепло. Но когда все больше человеческие жертвы, и когда мы видим наступательные операции, это невозможно говорить о нормальном мирном процессе. Это только говорит о том, что вот такой мирный процесс дает эскалацию. И эта эскалация, в том числе за счет этих детей, которых сейчас на фронт бросают без бронежилетов и касок в реальные местные штурмовые операции. Опять же, Вы BBC имеете в об виду этом Россия, да? разговаривает. Да, Россия пытается мясом добить украинские позиции в Покровске. Это, опять же, зафиксировано объективно. Господин Курару, я благодарю вас за то, что нашли время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, в этой части мы поговорим о ситуации вокруг так называемого мирного плана, который предложил советник президента Трампа Стивен Витков, который очень многие называют попыткой склонить или принудить Украину к капитуляции. Вообще, что из этого вообще может получиться? Потому что сегодня Стивен Витков с зятем президента Трампа Джаредом Кушнером поехали в Москву представить этот план Владимиру Путину после переговоров, соответственно, в Флориде, в гольф-клубе Стивена Виткофа. А вообще, что из этого, зачем вообще все это нужно и к чему это все может привести, я предлагаю поговорить с нашим частым гостем Дмитро Левусь, политический комментатор из Киева. Дмитро, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо, что нашли время. Ну, как вообще вы оцениваете вот этот вот очередной раунд, скажем так? А мы такое ощущение, что ходим по кругу. Да? То есть, как бы вот мы идем, ходим по кругу, и уже мы это наблюдаем с 20 января, если не ошибаюсь, да, то есть когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом, да, после поражения на выборах Джозефа Байдена, соответственно, выигрыша самого Дональда Трампа. И за меньше чем год, это, по-моему, уже второй или третий раз мы возвращаемся, получается, в ту же самую точку. Но одно, мне кажется, мы можем отметить точно, это то, что администрация Байдена всегда давит на Украину, но никогда не давит на Россию. То есть как Трампа. Трампа, извините, да, Трампа, да. Ну и администрация Байдена тоже по каким-то вопросам тоже давила на Украину, да, то есть как бы боясь эскалации и так далее и тому подобное. Как вам это видится, господин Левусь? Ну, видится именно так, да, действительно, причем мы, кстати, по-моему, даже у вас в эфире на эту тему говорили, что мы предсказывали, что по циклу мы будем ходить. Я единственное, что не думал, что это будет настолько глубокое возвращение, да, в то, с чего начиналось, потому что как-то вроде и демонстрировалась, скажем, определенная жесткость в ответ на явное нежелание России взаимодействовать с Соединенными Штатами. И сама по себе декларация про томагавки, которые могли бы передать, и принятие, в конце концов, санкций, и пусть там не жесткая реакция на российские явные провокации такого военного плана в сентябре месяце в Европе и в октябре месяце, когда залетали целые стаи дронов в Польшу,
Но, тем не менее, например, Соединенные Штаты по механизмам НАТО, они дали отреагировать там, тем, кто этого желал, и там зенитно-ракетные комплексы Нидерландов приехали в Польшу, и инициатива «Стена дронов» началась, да, то есть как-то вяло, безинициативно, ну, Соединенные Штаты, да, скажем так, не включались против. Заявления соответствующие Трампа были, да, по поводу Российской Федерации. Мы теперь вот опять возвращаемся. Я думаю, что причина в том, что все-таки в Соединенных Штатах кто-то любит Толстоевских, да, там верят в этот миф про великую русскую культуру. Трамп почему-то верит в то, что действительно какие-то возможны взаимовыгодные или, скажем так, выгодные для себя сделки с Российской Федерацией. Мол, можно оторвать от Китайской Народной Республики России. Но я думаю, хотя я думаю, что это очень ошибочно. Сейчас, да, мы опять зашли на этот круг. Сейчас мы видим, кстати, определенные изменения, поскольку все-таки переговоры, которые проходили во Флориде, они, как по мне, прошли достаточно неплохо для Украины. Украина показала и в очередной раз назвала вот эти вот красные линии, которые переходить невозможно. Да? То есть это территориальная целостность Украины, невозможность признания российских захватов, что кстати, выгодно для, невыгодно, а то, что жизненная необходимость для всей Европы. Да, вот, как раз, кстати, мы с вами говорили 27 числа на круглом столе, который мы проводили по этому поводу, что по поводу расширения российской агрессии и угроз, которые Россия представляет для Европы и которую сейчас защищает именно украинский солдат, как об этом сказал польский участник, Да. то говорили как раз о чем? О том, что вот этот вот прецедент, он приведет к тому, что признание территориальных захватов, что рухнет устав ООН, что рухнет Хельсинское соглашение, и естественно, что Россия потом продолжит вот эти свои территориальные захваты, и не только в Украине, а дальше. А вы говорите о признании, там где-то говорится об этом, или что? Вы на что ссылаетесь в данном случае? В плане Виткофа там есть, конечно же. То есть и Россия как раз-то требований своих никаких не изменила относительно того, что, мол, вот они, у них есть там территориальные претензии. И другой момент. Если сейчас негатив, который есть, например, в октябре месяце, почему, в общем-то, и не состоялась, например, Будапешта, да, вот встреча в Будапеште Трампа и Путина, потому что американская администрация абсолютно логично говорила, да, то есть вот Украина, Зеленский заявил, да, что мы всегда готовы к миру, поэтому у нас и делегация всегда достаточно, не достаточно, а высокого уровня, которая едет. У нас даже вот были определенные такие непонимания, когда говорили, а зачем же едет первый замминистра иностранных дел туда, в этот гольф-клуб, секретарь РНБО, там, начальник разведки, заместитель начальника Генштаба, если туда там приезжает Витков, этот непонятный, и зять президента, но потом оказалось, что туда едет еще и Рубио, да, то есть госсекретарь. Поэтому то, что Украина каждый раз показывает свою готовность к миру, да, это то, что это один из тех аргументов, которые, в общем-то, тоже не дает сказать, что Украина, мол, не хочет окончания войны, да, и тут, хотя, конечно, это вообще бред уравнивать. Ну хорошо, давайте так, можем ли мы сказать о том, что эти переговоры бессмысленны? Бессмысленны с какой точки зрения? Потому что Россия не хочет ничего, кроме капитуляции Украины. Частичной, целиком, но капитуляции Украины. В данном случае, главное, с моей точки зрения, что в этом договоре, так называемом, который, давайте напомним, по сути является договором, не договором, а планом, да, план из 28 пунктов, да, потому что нет никакого договора, да, речь идет о каком-то плане, который сейчас выдают как план Стивена Виткофа, но на самом деле этот план предложил Кремль, да, через Ушакова, через Дмитриева и так далее. И сейчас его выдают как якобы план американский. Хотя на самом деле это то же самое, что было предложено в том же самом Анкоридже. Россия хочет, там главный пункт, мне кажется, это чтобы Украина уступила России весь Донбасс.
не оккупированные 6 тысяч квадратных километров, где на самом деле сейчас находятся самые сильные фортификационные сооружения, которые защищают не только Украину, не только Донбасс, но и всю Европу, по большому счету. Да? Это фортификационные сооружения вокруг Славянска и Краматорска. Россия хочет именно этого, ничего другого она принять не сможет. И все вот эти вот качели, там, не знаю, переговоры там, переговоры здесь, Россия же, понятное дело, что не примет это. Или есть нюансы в этом плане. И с другой стороны, Украина тоже не хочет, как бы не может отказаться от этих так называемых качелей, ну, чтобы ее не обвинили в том, что она не хочет мира. Потому что как бы такая игра, где каждый кого-то хоть должен перехитрить, мне кажется. Да? То есть, как вы это видите? Ну, именно так оно и есть, но оно стало возможным из-за чего? Из-за того, что, в общем-то, нынешняя американская администрация не подходит к этой войне с позиции только единственно возможной, позиции международного права, позиции того, что Россия является агрессором и геноцидником еще, да, вдобавок ко всему. То, что говорит Путин о том, что там вот кто-то хочет там воевать до последнего украинца, мы это сделаем. То есть он абсолютно, да, циничная сволочь, которая, да, абсолютно это все рассказывает. Вот, и он, они агрессор с 2014 года, кто там, что, там нету никаких невозможных оправданий. С 2008-го, вот в отношении Украины с 2014-го, да? В отношении Украины с 2014-го. А если подойти еще дальше, в 92-м, когда напали на Республику Молдова? Да, абсолютно верно, да. Ну вот, то есть, и вот это, да, а действительно, да, вот эти качели, они действительно в этом плане бессмысленны, они действительно, дело в чем? Дело в том, что они даже ничего и не предлагается Украине, вот в чем дело. Например, сейчас, когда речь идет о том, что вот, мол, вы подпишите вначале с русскими что-то там, а потом мы будем говорить о гарантиях безопасности, ну, это, мягко говоря, там, несерьезный подход, да? Почему? Потому что, ну, у нас уже был Будапештский меморандум, да, который, типа, заверения безопасности были. У нас уже был 14-15 год, первый Минск, второй Минск. По первому Минску Докучаевск оставался под контролем Украины, по второму Дебальцево. И что? Россия что-то из этого выполнила? Ну, это да, так, где Докучаевск, где Дебальцево? Давайте как бы сейчас. Да, где Докучаевск, где Дебальцево, да, тогда же, в 2014 и 2015 году. Вот, поэтому... Я просто не следил. Еще тогда Россия его оккупировала, я правильно понимаю? Да, конечно, сразу же, в 2014 году в сентябре Докучаевск, в феврале 2015 года, во время вот подписания второго этого Минска, Дебальцево, да, то есть все, о чем мы тут говорим, да. То есть Минск нужен был только для того, чтобы Украина не сопротивлялась дальше и дала возможность оккупировать эти территории, я правильно понимаю? Я бы так не сказал так однозначно, да, но по большому счету Россия все планировала именно таким образом. Кстати сказать, там она пыталась продавить же механизмы, которые применены были в Приднестровье, вот это вот ОКК, Объединенная контрольная комиссия, которая наработана, да, потом должна была переродиться в СЦКК, совместный центр координации и контроля, да, то есть который даже и был, где-то даже и работал. И, кстати сказать, российские офицеры были в Дебальцево тогда, да, то есть это тоже в рамках этого СЦКК. Вот. Но просто что не получилось этот механизм навязать полностью, да, там, то есть потом они съехали и потом имитировали то, что этот СЦКК якобы существует, вот эти вот квазигосударственные формирования ДНР, ЛНР там с синими повязками у себя там на территории ходили, там как будто бы оно действует там вместе с русскими, да, там вот оно, хотя на самом деле его не было, да, то есть это СЦКК, этот фокус у них не прошел, да, тогда. То есть, вот это тоже очень показательный момент относительно параллели, относительно того, как российская агрессия развивается, да, то есть вот она... Сначала оккупируют, потом предлагают какой-то совместный механизм контроля. Да, потом совместный механизм, да, очень правильно. И вот сейчас они же, в принципе, тоже могут на самом деле имитировать согласие, рассказывать, что да, хорошо, да, давайте, вот пусть вот тут Украина уйдет, да, вот тут мы тогда, это хорошо, и вот тогда мы начнем разговаривать о прекращении огня, но вместо этого можно быть уверенным. Вот опять же, по примеру весны, когда Украина предлагала
вполне конкретные вещи. Прекращение войны на море, прекращение ударов дальнобойных. Но американская сторона настояла: давайте 30 дней прекращения войны, огня вообще. Да, то есть Украина согласилась, сказала окей. И русские согласились, сказали окей, но потом тут же навешали столько всяких вот этих «но», которые там, а вот давайте Украина вот это сделает, а вот давайте вот мы теперь вот это, вот, которые все это дело погубили, убили. И вот тут можно быть уверенным, что будет та же самая абсолютно история. То есть все имитация для того, чтобы Россия не выглядела той стороной, которая однозначно отказывается от мира, хотя на самом деле, ну, это, в общем-то, очевидно. И тем более, кстати, что позиция Европы тоже была тогда, скрипя сердце, согласились на то, что да, если хотите в Будапеште встречаться, да, но вот есть же позиция, что прекращение огня по линии фронта. И Зеленский то же самое сказал, и объединенная позиция Европы, да. Ну вот, и сейчас, я думаю, мы наблюдаем начало очередного цикла, да, то есть Украина четко и жестко заявила о своих конкретных вещах, которые не могут даже никаким образом рассматриваться и которые, в общем-то, нужно однозначно, да, принимать, мягко говоря, во внимание американской стороне, по той простой причине, что агрессор все равно Россия. Как бы им там не хотелось восстанавливать отношения, возвращать в восьмерку и да, там, торговать за счет Украины и за счет Европы, да, то есть, ну, что все это выглядит именно так пока что этот так называемый этот документ, кстати, его вообще планом сложно называть, да, то есть это, ну, на самом деле эклектичный драфт, который выглядит, там пункты, ну, сразу видно, что это писались так, а давайте вот напихаем чего-то там, да, потому что там какие-то вот эти загадочные самолеты в Польше, которые там должны размещаться, еще что-то, то есть такое, то, что, в общем-то, вообще абсолютно непрофессионально. И я думаю, что мы сейчас увидим то, что Витков приедет, расскажет опять что-то свое, опять выслушает. Вы имеете в виду, вернется из Москвы когда уже, да? Или что? Да, когда вернется из Москвы, то есть вот опять будет. Я, кстати сказать, не вижу, чтобы серьезность со стороны Путина была. Наоборот, Путин давит. Он же 4-5 будет в Индии. То есть он едет в Индию, которая, ну, интегрирована в западный мир достаточно сильно, и которая где-то года два как начала отказываться от российской военной техники. Да, и тут вот сейчас с нефтью не знает, как с ней поступить, покупать, не покупать, да, там вот эти все, во всяком случае, имитацию таких движений делает. А тут оно едет туда, там они будут разговаривать и о поставках российского оружия, и, да, и вот о нефти, о других каких-то вещах. То есть то, что, в общем-то, это один из элементов давления вот на фоне главной проблемы. То есть как со времен холодной войны, как бывает, да, один из элементов давления, который вот, применяется на другом направлении. Вот, ну, значит, будем вот здесь вас подъедать, поджимать. И поэтому я думаю, что сейчас мы увидим заход на очередной круг. Опять будет тут и давление на Украину. И, ну, посмотрим, как будут дальше развиваться события. Мне все-таки кажется, что Российская Федерация, она сама по себе очень, ну, достаточно много чего такого делает, что не может восприниматься однозначно, да, то есть ну, каким-то образом, что вот что это даже как имитация. Что в данном случае сейчас происходит в Москве, Саша, с вашей точки зрения? Да? Это попытка уговорить, попытка договориться, потому что не совсем понятно, с чем они туда вообще поехали. И чем закончились переговоры в Майами, у вас есть представление? У меня есть представление, что переговоры в Майами закончились тем, что украинскую позицию однозначно не сломали, то есть это, ну, это очевидно. То есть более того, участие в переговорах госсекретаря Рубио, оно как-то придало им, ну, другую в определенном смысле форму. Я думаю, что ну, помимо территориальных вопросов, о которых говорили, речь шла, кстати, еще и о гарантиях безопасности для Украины. Это тоже, в общем-то, то, что украинская сторона очевидно поднимала.
В общем, я думаю, что вот сейчас этот раунд, Украина, кстати, наверное, что-то, какое-то там свое видение такое предложила по поводу прекращения огня. Потому что Виткофу есть с чем ехать. И главное, украинская делегация, она во многом такая, ну, там, милитаризированная, да, можно сказать, там представители безопасности и обороны, их там начальник разведки, потом замначальника генерального штаба. Это, кстати, один из тех элементов, который Украина ну, вынуждена все время включать, потому что вот мы помним, как в сентябре было, когда к Трампу приехали, это тогда, когда вот и европейцы поддержали, то Зеленскому пришлось говорить, мы пришли вместе со своей картой, да, боевых действий, а Зеленскому пришлось говорить возле американской карты, да, рассказывать и, тем не менее, поломать то видение, которое и. Вот сейчас мы же, опять же, понимаем прекрасно, чего вдруг Путин, ну, с откровенной ложью относительно того, вот он сейчас приехал типа на фронт, ему там рассказали, вот Покровск взят, я просто так напомню, они уже там недели 2 назад его взяли, да, то есть тут сейчас опять говорят, ну, понятно, что внутри России это никто, эти мелочи не сильно нужны, вот взят Покровск, взят Вовчанск. Почему? А потому что перед приездом Виткофа, который нифига не понимает в этом, мягко говоря, но зато комплементарен по отношению к России, ему будут рассказывать, вот смотрите, у нас тут такие успехи, и вот давайте, помогайте продавливать украинцев, потому что мы все равно это все сделаем. Но суть-то в чем? Суть в том, что на самом деле вот это вот продавливать, это говорит как раз тоже не о большой силе, да, то есть была бы уверенность в том, что не будет нести они потери и у них все получится, ну, делали, да, то есть как оно есть. А подключать дипломатию вот таким вот образом, с фальшивым этим, да, ну, явным флером, да, там, да, война тяжелая, и там, и для Украины там положение тяжелое, но не такое, как русские, мягко говоря, рассказывают. Это, кстати, говорит о том, что, ну, есть ощущение неуспешности там определенных своих действий, и экономика начала привет передавать очень серьезный в Кремль. Поэтому я думаю, что вот мы сейчас увидим вот это вот Путин пробутафорит, помажет по ушам Виткофу про то, как у них все здорово, опять же расскажет про то, как они сейчас начнут рубить бабло с арктического шельфа какого-нибудь и уедет в Индию, да, то есть сигнализировать оттуда, что мы вот еще и Индию тут там поджимаем, хотя на самом деле это тоже блеф, по большому счету, как он. Господин Левус, я благодарю вас, что нашли для нас время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. И слава Украине! Героям слава! Да, спасибо большое. Друзья, в этой части поговорим о ситуации на ГРТ, общественной телерадиокомпании Гагаузия радио-телевизиону. Как обстоят там дела? Мы знаем, что чуть ранее Совет по телевидению и радио направил в адрес Народного собрания учредителя ГРТ отчет о мониторинге, который показал, что ГРТ систематически нарушает законодательство Республики Молдова, деонтологический кодекс. И из-за этого ГРТ штрафовали даже несколько раз. И Народное собрание, в свою очередь, предприняло какие-то шаги, направило в наблюдательный совет, а наблюдательный совет, насколько мы знаем, уволил директора компании и пытается демонстрировать, что они предпринимают какие-то действия. Вообще, что делать дальше с ГРТ и как может развиваться ситуация, я предлагаю поговорить с нашим частным гостем Петру Маковей, директор Ассоциации независимой прессы. Господин Маковей, приветствую вас. Добрый день. Ну, как вы вообще расцениваете вот это вот последний виток вокруг ГРТ? Совет по телевидению и радио направил отчет, Народное собрание направило его в наблюдательный совет, и это привело к увольнению этого самого директора. Что будет дальше? С вашей точки зрения, это достаточные меры или нужно еще что-то предпринять для того, чтобы, ну, скажем так, нормализовать ситуацию вокруг ГРТ? Однозначно этого недостаточно. Это даже не полшага. Это четверть шага, я бы сказал, потому что должно последовать и отставка всех членов наблюдательного совета,
потому что по закону и по местному, и по национальному закону именно наблюдательный совет является тем органом, который может вмешаться для того, чтобы на национальном уровне Телерадио Молдова, а на региональном уровне ГРТ были истинно публичными общественными радиовещателями, а не прислуживали каким-то партиям. И, соответственно, тот факт, что на протяжении 2 с чем-то лет практически ГРТ стала трибуной Илана Шора и его приспешников, я бы сказал, это свидетельствует о том, что наблюдательный совет не справился со своей работой. Насколько я знаю, было многочисленные призывы к наблюдательному совету, чтобы он наконец-то выполнил свою миссию. Этого не случилось. Были случаи, когда даже были жалобы относительно цензуры на ГРТ, и ничего не случилось. Нет. Были неоднократные штрафы. ГРТ является одной из компаний, которые чаще всего является предметом рассмотрения на уровне Совета по телевидению и радио, соответственно, очень много было штрафов. Тот факт, что общественное телевидение, региональное общественное телевидение является самым частым нарушителем закона, по-моему, это вопиющий случай. И то, что наблюдательный совет никак на это не реагировал, является свидетельством того, с моей точки зрения, что сам наблюдательный совет является ставленником Илана Шора, потому что он всячески, этот состав наблюдательного совета всячески пытался обелить ГРТ и всячески пытался защищать интересы Илана Шора на этом телевидении. Так что тот факт, что господина директора уволили после того, как ему предоставляется отпуск, насколько я понимаю, и тот факт, что госпожа главный редактор остается на своем рабочем месте, с моей точки зрения, является фактом того, что это не более чем формальность, не более чем попытка пустить пыль в глаза и Кишиневу, и вообще общественности Гагаузии относительно того, что, мол, якобы что-то предпринимается. Ничего фактически не предпринимается. Очень важный аспект я бы хотел подчеркнуть, Михаил. Я считаю, что на самом ГРТ, в самом журналистском коллективе должно быть детальное обсуждение того, что случилось на этом телевидении. Я видел так же, как вы, некоторые дискуссии на общественном телевидении ГРТ, когда, по-моему, было празднование то ли 18-летия, по-моему, этой структуры, когда люди, которые там работают, журналисты, которые должны основываться в первую очередь на деонтологии и в обязательном порядке на закон, они там говорили, что этот Дерменджи, бывший директор, он является как бы капитаном корабля, и пока он капитан, вот наша, понимаете, лодка плывет куда-то там непонятно куда. Это свидетельствует о том, что в самом журналистском коллективе есть очень отвратное понятие того, что такое деонтология и что такое общественное радиовещание. Это такая роль журналиста, да? Да, я считаю, что в большой степени я не призываю никаким чисткам, но я призываю к тому, чтобы журналисты, которые работают на этом телевидении, они обсудили ситуацию и выявили, какие проблемы есть на уровне того свободы выражения журналистов на этом телевидении и того, как они понимают и воспринимают свою миссию как журналистов общественного радиовещателя. Мне кажется, то есть даже не кажется, я уверен в этом, я сужу по результатам разных мониторингов и того, как некоторые журналисты, ведущие в первую очередь разных ток-шоу, себя позиционируют не как журналисты, а скорее всего как пропагандисты или агитаторы против кого-то или за кого-то. Мне кажется, повторюсь, что тут есть очень большие проблемы относительно того, что как журналисты ГРТ за очень короткое время. Напомню, может, мы с вами уже говорили об этом. Я помню времена, когда журналисты ГРТ были хорошими журналистами, которые пытались делать хороший продукт. Не всегда у них это получалось, но у них было это желание. Даже это желание у них отсеяли, скорее всего, потому что были какие-то внутренние механизмы цензуры, и, соответственно, это все нужно исключить. Только после этого мы сможем говорить о новом
как бы новом листе, да, в истории ГРТ. Кроме этого, что еще нужно предпринять, это на законодательном уровне, на местном законодательном уровне нужно пересмотреть закон о телевидении и радио. Напомню, мне кажется, был когда-то хороший законопроект, который с успехом угробили депутаты Народного собрания, который давал больше творческой свободы ГРТ. К сожалению, тот факт, что наблюдательный совет по-прежнему назначается Народным собранием, является слабым звеном. И я думаю, что было бы очень хорошо, если бы наблюдательный совет отбирался Советом по телевидению и радио Республики Молдова на основе конкурса, из людей, которые живут в Гагаузии, на основе, я не знаю, открытого конкурса, но чтобы исключить полностью политическое влияние, потому что оно не исчезнет. Сейчас, исходя из того, что выдохся, да, Илон Шор и его команда, я вполне исключаю, что некоторые люди пойдут там на вторых ролях. Но это не значит, что проблема исчезнет сама собой. Кстати, вот по поводу того, как исправить ситуацию. Есть, ну, скажем так, два варианта. Либо отозвать лицензию. И ну, к этому варианту, очевидно, никто не хочет прибегать, прежде всего в Кишиневе, да. Кто может отобрать лицензию? Это Совет по телевидению и радио, который ее выдает, по большому счету. И второй вариант, который предлагаете вы, как бы большее участие в Совете по телевидению и радио, в, не знаю, формировании того же наблюдательного совета. Потому что вот эта вот практика, при которой наблюдательный совет формируется представительным органом, она, мне кажется, себя изжила. Да? В случае Телерадио Молдова это тоже практиковалось ранее или никогда не практиковалось? Да, практиковалось. И сейчас по последним изменениям с Кодекса телевидения и радио Республики Молдова от этого отказались. Теперь наблюдательный совет, или как он называется, Совет по развитию Телерадио Молдова, будет отбираться Советом по телевидению и радио. А вот этот, который сейчас действует, он кем был отобран, извините? Он был отобран на основе конкурса, который организовывала парламентская комиссия по делам СМИ, и это являлось объектом критики со стороны Совета Европы, который неоднократно выступал за то, чтобы вернулись, потому что это была не очень вдохновлена, я не знаю, кем была вдохновлена эта реформа, но сейчас вернулись к этой практике, то есть сейчас такова будет эта норма закона, и уже следующий состав Совета будет отбираться по новому варианту. Но давайте, повторюсь, давайте. Я исхожу из необходимости, острой необходимости, чтобы весь состав, нынешний состав Совета по телевидению и радио ГРТ был отправлен в отставку. Я с вами даже не спорю, да. Но тут есть другой вопрос, господин Маковей. Вот сейчас, как бы, допустим, кто-то возьмет на себя инициативу, хотя, опять же, тут возникает вопрос. Тут нужно, мне кажется, копнуть глубже и пойти дальше. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему деятельность общественного телерадиовещателя не регламентируется Национальным кодексом Республики Молдова об аудиовизуальных услугах. Почему до сих пор идет вот эта практика, при которой там есть только одна статья, которая говорит о том, что деятельность регионального телерадиовещателя регулируется местным законом, который принимает Народное собрание. Это дает основание местным политикам воспринимать это как бы особой компетенцией Гагаузии. И когда, допустим, сейчас кто-то придет с инициативой, а давайте вот как в случае с национальным телерадиовещателем наблюдательный совет будет отбираться Советом по телевидению и радио, кто-то скажет, а это особая компетенция Гагаузии. И давайте вот мы сейчас потому что если это будет делать СТР, да, то это будет восприниматься как вмешательство Кишинева. А тут что бы это ни значило, я, честно говоря, не понимаю, что значит вмешательство Кишинева. А когда Кишинев платит пенсии, это не вмешательство Кишинева, да, то есть и кто-то скажет, что окей, давайте создадим региональный совет по телевидению и радио. Как вы видите разрешение вот этого, скажем так, не знаю, этого порочного круга, да, или как его прорвать?
Да, мое мнение заключается в том, что, в принципе, я не вижу проблемы, чтобы деятельность общественной региональной телерадиокомпании регулировалась бы Народным собранием. Большая проблема состоит не только в том, что вы говорили. Даже в Кишиневе эта проблема, я считаю, что она была и в Кишиневе, потому что местный закон о телевидении и радио, он далеко не соответствует национальным и международным европейским нормам. Но этот закон не был опротестован в Конституционном суде. С моей точки зрения, эту компетенцию можно оставить Народному собранию, но очень строго следить за тем, чтобы принятые местные законы соблюдали национальное и европейское законодательство. В ином случае опротестовывать их. Я понимаю, что многие правительства, которые были до сих пор, и это правительство в том числе, из-за желания не подливать масло в огонь, они не делали этого, но они обязаны были опротестовывать эти законы, добиваться их отмены в суде по компетенции. Я не знаю, кто там это может сделать, но в любом случае Конституционный суд может постановить, если это действительно так, что какой-то любой местный закон Гагаузии не соответствует Конституции, и отменить его. Ну, а теперь мы находимся в процессе европейской интеграции, извините. Если национальное законодательство приводится в соответствии с аки коммунитер, то почему гагаузское законодательство не должно местное? Естественно, да. Просто этот рычаг влияния не был использован до сих пор. И я считаю, и со многими политиками национального уровня я об этом говорил, что они должны были давно принять какие-то меры с тем, чтобы местные законы, которые касаются в данном случае телевидения и радио, которые не соответствуют национальному закону, были отменены. А что насчет СТР, да, то есть как бы... Это, конечно, да. Ну, во-первых, у нас уже есть прецеденты, уже есть решение Высшей судебной палаты, которое гласит, что вся компетенция относительно выдачи лицензии, отнимания лицензии, это все компетенция национального органа регулятора, Совета по телевидению и радио. То есть дополнительно еще один СТР создавать нет смысла, вы это хотите сказать? Ну, это, конечно же, смешно. Мы уже с вами проходили все это. Мы помним, как выдавались лицензии дирекции по строительству или по микроменеджменту. Да, управление строительством, да, и микроменеджменту телевидения. Да, никакой экспертизы не имея, они занимались этим делом. Это серьезная работа, ею должны заниматься специалисты, и это должно оставаться компетенцией Национального совета по телевидению и радио, однозначно. А у Национального совета по телевидению и радио есть готовность к этому? У вас есть какая-то, может, информация, инсайт? Относительно чего? Ну, относительно того, вовлекаться в процесс формирования наблюдательного совета ГРТ. Я думаю, что если будет законом это предписано, я не вижу предпосылок для того, чтобы Национальный совет по телевидению и радио это не делал. Хорошо, тогда тут возникает другой вопрос. Кто это должен... Потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что я говорил ранее. Вся деятельность ГРТ, в том числе формирование наблюдательного совета, расформирование наблюдательного совета, регулируется местным законом, который принимает Народное собрание Гагаузии. В Национальном кодексе, значит, об этом не сказано ни слова, там просто одна статья, которая говорит, что его деятельность регулируется местным законом. Теперь, для того, чтобы передавать эту компетенцию Совету по телевидению и радио, это должно сделать Народное собрание, внеся соответствующие поправки в сам закон местный. Но оно никогда этого не сделает. Вот в чем проблема, понимаете? Соответственно, это должен сделать парламент каким-то образом, внеся какие-то изменения в Национальный кодекс. Или те статьи местного закона, которые противоречат положениям национального закона, где будет прописано, что выбор наблюдательного совета является компетенцией Национального совета по телевидению и радио. Вот те статьи нужно будет отменять в судебном порядке. Если Народное собрание нынешнего состава, будущего состава не захочет самостоятельно изменить закон для того, чтобы привести его в соответствие с национальными нормами, нужно будет опротестовывать закон в законодательном порядке, в судах или в Конституционном суде. Хорошо, скоро выборы в Народное собрание. Очевидно, у регионального общественного телерадиовещателя есть особые функции, когда речь идет об освещении избирательной кампании. Все эти споры
скажем так, недочеты, проблемы, пробелы должны быть разрешены до этой избирательной кампании. Как вы видите шансы и перспективы разрешения этого всего? Я, к сожалению, не вижу перспектив того, что эта ситуация разрешится до выборов. С моей точки зрения, вся эта ситуация неоднозначного такого статуса ГРТ сохранится до выборов, а потом в зависимости от результата выборов нужно будет продвигать, конечно же, серьезные реформы. И я повторюсь, нужно вернуться к законопроекту, который был разработан, по-моему, в 97-м или 8-м, я уже точно не помню, когда было. Нет, давайте, да, это, кстати, очень важный момент. Вы сказали, что был неплохой закон. Да, был неплохой закон, но который был разработан на основе кодекса о телевидении и радио, первого кодекса, который принимали еще коммунисты. Который нужно сейчас адаптировать. Сейчас, потому что было много изменений. Нет, подождите, там не все так просто. Значит, национальный кодекс был принят, тогда же было разгосударствлено государственное телевидение, его сделали общественным. Да. Тогда на базе национального кодекса был принят местный закон о телевидении и радио в 2008 году, если я не ошибаюсь. Но потом в 2016 году он был полностью целиком изменен, и он на самом деле стал намного хуже. То есть он ушел в сторону, фактически ту сторону, которая не должен был идти закон о телевидении и радио. Именно эту редакцию нужно было оспорить в суде. Я об этом имел в виду, что вот эта новая редакция, которая ныне действующая редакция местного закона, она на 80% не соответствует национальному. Да. Господин Маковей, я благодарю вас, что нашли время и пришли к нам прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас, ставить свои лайки, делиться этим видео. Увидимся на следующей неделе в это же время. До свидания.